Все желающие могли принять участие в акции «Татарща диктант». В этом году она проводилась в 11-й раз и была посвящена 140-летию Габдуллы Тукая. Творчество великого поэта имело большое влияние на развитие татарского языка, культуры и литературы. Акция «Татарща диктант» у нас длится 3 дня. В первый день свои знания по татарскому языку у нас проверяют жители Республики Татарстан. Во второй день к ним могут присоединиться жители из других регионов России. Ну и в третий, в заключительный день, проверить свои знания по татарскому языку и написать «Татарща диктант» могут жители из других стран. Одной из площадок по проверке знаний по татарскому языку стал лицей-интернат имени Гали Акыша. Во всех кабинетах писали «Татарща диктант». Кто-то принимал участие в первый раз, а для кого-то это стало своего рода традицией. В первый раз принимаю участие в данной акции. Просто было интересно попробовать. Интересно, как это происходит. Я сама закончила татарско-турецкий лицей для девочек тут у нас в городе Набережные Челны. И несмотря на то, что учебные года уже позади, много лет уже прошло, решила принять участие. Вместе с нашими мамами наших героев, нашими выдающимися писателями, челнинцами вместе пишем татарский диктант. Очень важный и нужное мероприятие в нынешнее время, ведь сохранение татарского языка, популяризация татарского языка – это наша основная задача. Участникам предстояло написать отрывок из произведений Габдуллы Тукая «Бяхет». В роли диктатора выступал писатель Фахиль Сафин. И он выражал надежду, что все с диктантом справятся, ведь текст несложный. Но важная миссия акции – это сохранение татарского языка. Меня всегда радует, что всегда полный класс приходит. Вот сегодня тоже, видите, сегодня текст Габдуллы Тукая «Бяхет», «Счастье». Я думаю, все хорошо напишут. Но дело не в том, что они получат какие-то оценки. Главное, они объединяются. Все дети пишут, в каждом кабинете сейчас диктуется именно текст Габдуллы Тукая. Также у нас есть гости, это у нас писатели нашего города пришли. Также пришли родители, которые хотели присоединиться к данной акции. И также традиционно каждый год к нам приходят мамы, у которых сыновья погибли на войне. Впервые «Татарща диктант» прошел в 2016 году, и на сегодня акция объединяет участников из 31 страны и 74 регионов России. Эльмира Гайнудинова, Фанис Ихсанов, новости, Набережные Челны.